Добрый день, уважаемые участники конкурса и эксперты и жюри. Меня зовут Винокуров Николай Александрович. Я ученик 11 класса Савновской общеобразовательной школы имени Татьяны Никентьевны Скорбыкиной. Представляю вам свою работу на тему изучения истории перемещения военной пуговицы из Германии на полюс холода. Пуговицы всегда являлись одним из главных элементов фурнитуры в военном обмундировании. Пуговицы могли идентифицировать не только страну военнослужащего, но и род войск, а иногда даже ранг служащего. Пуговицы – это тот свидетель истории, которым есть что рассказать об ушедшей эпохе. Исследование связано с историческим прошлым нашей Родины и посвящено 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Актуальность определяется наличием проблемы, нехваткой, незнанием истории и нехваткой информации о военном обмундировании. Целью моей работы является изучение истории перемещения военной пуговицы из Германии на полюс холода. Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи. Познакомиться с историей происхождения пуговицы, поиск и обработка информации на базе художественной литературы и интернет-ресурсов, найти сведения о владельце пуговицы и анализ собранных данных. Методы исследования, поисковая работа по сбору материалов, изучение различных источников и беседа. Объектом исследования является пуговица с якорем, а предметом исследования история военной пуговицы Криксмарины. Новизна работы состоит в том, что история перемещения военной пуговицы местными историками не изучалась. Весной прошлого года меня заинтересовали две пуговицы, которые долгие годы пролежали у родственника Винокура Константина Васильевича. Я решил узнать, о чем же нам могут рассказать эти пуговицы. Две стеклянные пуговицы с белыми потерстами. На аверсе хорошо виден большой морской якорь, а на обратной стороне можно прочитать символику Криксмарины с клеймом 4 слева и 19J-FS42 внизу на подложке изделия. Криксмарина – это официальное название военно-морских сил Третьего рейха в период с 1935 по 1945 года. Военные пуговицы Криксмарины берут свое начало с Рейхсвейр Веймарской республики. Пуговицы выпускались в основном из мельхиора, сплавов на основе меди, картона, дерева и даже стекла. Нам не удалось найти никакого сведения о владельце пуговицы, которая могла бы послужить основой и основным пунктом для исследователя. Все, что есть у нас, это единственная фотография Винокура Константина Васильевича, который стоит в гимнастерке и на котором не видны, какие на нем пуговицы. По воспоминаниям дочерей Винокурова Константина Васильевича, он никогда не носил свою военную форму, а пуговицы обязательно обрезали со старой одежды для использования для других вещей. Первоначально я предположил, что пуговицы были частью военного обмундирования именно немецких войск. Такую информацию я получил в книге Сергея Ковалева «Арктические тайны Третьего рейха». В 1963 году неподалеку от Тиксы, вдоль Нилового залива, были найдены останки погибшего моряка, а рядом лежала металлическая бляха Криксмарины. А через 5 лет там же на берег была выброшена полупустая бочка керосина. На бочке хорошо виднелась маркировка Криксмарины. Исследователи доказали, что на протяжении всей войны немецкие подлодки Криксмарины неоднократно доходили до берегов Якутии и заходили на секретную базу в Тикси. Но версия о том, что пуговицы Криксмарины были частью немецкого обмундирования, не подтвердилась, так как никакого связующего звена между Буунским и Аймяконским районами я не нашел. Поэтому я предположил, что пуговицы могут быть связаны с лагерями ГУЛАГа. Потому что в годы царских репрессий Аймякон был самым центром ГУЛАГа. На территории Аймякона находилось 32 лагерей, а на территории Содоманского наследия было 5 лагерей, которые принадлежали западному горно-промышленному управлению. Это лесопильные участки Хастах, Кубалах, Сангапель и Прииски, Курам.
временах зла и надежда. Самым известным и самым хорошо сохранившимся до наших дней является лагерь «Надежда». Поиск литературы показал, что пуговицы Крисмарина являлись опознавательным знаком военного мундирования. По клейму на подложке изделия мы выяснили, что пуговица Крисмарина была создана в 1942 году чехословацкой фирмой Йозеф Фейкс и сыновья в городе Габланс. По символике Крисмарина мы выяснили, что пуговицы были частью повседневного кителя унтер-офицерского состава. Также пуговицы Крисмарина идентичны с пуговицами на каталогах. Каким образом пуговицы Крисмарина оказались у родственников Винокурова Константина Васильевича, мы не смогли точно выяснить. Очевидно, пуговицы в военной форме одного из сотрудников лагерей ГУЛАГа. Возможно, кто-то менял их на продукты, потому что Константин Васильевич работал заведующим магазина, либо ему кто-то подарил. Дальнейшие свои исследования я планирую провести в национальных и государственных архивах. Надеюсь, проделанная мной работа послужит основой для изучения истории военного времени на Ямаконской земле. Спасибо за внимание.